который мы озвучили, он актуален и требует обязательного исполнения. Так, пользуясь случаем, я еще хочу добавить, что в рамках Международной научно-практической конференции сегодняшнего круглого стола, который прошел в Государственном собрании в Тюмени, начать пресс-конференцию по поводу начала третьего чемпионата мира по масс-рейсингу. Так, слово разрешите предоставить главному. Уважаемые журналисты, вы можете задать вопрос любому из них и нам. Спасибо, Павел Викторович, пожалуйста. Приветствую всех. Для меня большая честь быть главным судьей на соревнованиях на третьем чемпионате мира по масс-рейсингу. Для меня это уже третий чемпионат. Приехало огромное количество участников с более 40 стран мира. И этот чемпионат – это действительно грандиозное событие для всего мира, для всего спортивного мира, а также для страны, принимающей этот чемпионат. Это Якутия. Вы оказали теплый прием всем нам. Я как во главе со всей командой судейства, мы сделаем все возможное для того, чтобы этот чемпионат прошел достойно. Представитель команды. Так, разрешите вам озвучить информацию по итогам комиссии по допуску и регистрации участников третьего чемпионата мира по масс-рейсингу. Так, есть недопуск спортсменов. Их двое. Это команда Монголии 1 человек и команда Грузии 1 человек. Так, и 60 человек это представители и тренеры были застрахованы от несчастных случаев, и в тех моментах, у кого были не отсутствуют страховки. 49 судей чемпионата, всего 264 человека, так? Да, правильно. Все, спасибо. Да, прошу. И до 125 килограммов. Сегодня по итогам взвешивания у женщин в весовой категории 55 килограммов прошли 8 участниц, прошли 68 спортсменов. Так. Завтра у нас соревнования, как вы знаете, пройдут по 2 помостам. Хотелось бы немножко остановиться на правилах соревнований. У нас, как вы знаете, есть изменения в своем ходе соревнований. У нас после первого круга будут спортсмены на 2 группы А и Б. Проигравшие опускаются в группу Б и будут соревноваться в утешительных поединках за бронзовую медаль. Предварительные поединки чемпионата мира по масс-рейсингу начинаются с 9 часов утра в Центре спортивной подготовки «Триумф». Соревнования будут проходить до 13:00 на открытие соревнований. После этого, у нас пойдут поединки за 3-е места и финальные поединки. Это примерно с 16:00 до 17:30. Завтра у нас еще одно крупное мероприятие. Это протокольное мероприятие Международной федерации масс-рейсинга. Завтра с 10:00 до 13:00 мы планируем провести заседание Конгресса Международной федерации. На первом чемпионате мира я был судьей на помосте. На втором чемпионате мира я был руководителем помоста. И вот на третьем чемпионате мира главный судья соревнований. С каждым годом международные сертификаты судьям, корочки международной категории, категории А, категории Б. Поэтому с каждым годом, что касается судейства, оно улучшается. Вы сейчас заметили, что изменяются правила, а в связи с этим насколько зрелищнее стали поединки? Поединки с каждым годом, они улучшаются.
улучшаются и становится зрелище. Почему? Спортсмены набираются опыта. Вот. Правила, они сдерживают спортсменов и помогают спортсменам быть достойными, да, уважать соперников, потому что это поединок, это бой. Кровь кипит, и вы понимаете, что тогда, когда ты выходишь на помост, когда у тебя есть волнение, бывают моменты, когда там нарушаются правила. Правила мы корректируем так, чтобы все были в равных условиях. Пожалуйста, еще вопросы? У меня вопрос. Неправильно сказать. А вы по какой причине два спортсмена не смогли пройти мандат? База уже собрана. И я уверен, что в следующем году мы уже получим признание министерское. Основные шаги для этого сделаны. Из 24 регионов Украины в 16 официально открыты представительства масс-рестлинга. Мы получили статус всеукраинской общественной организации спортивного направления. Это то, что касается непосредственно признания в Министерстве спорта. Что касается поощрения наших спортсменов, то на данный момент государством никак не поощряются, но у нас есть генеральный спонсор сборной Украины, это группа компаний «Турбоком», кстати, у которых также есть бизнес-проекты и сотрудничество с партнерами в республике Саха-Якутия. Эта группа компаний выпускает турбокомпрессоры, уникальные, одни из 3 такого типа в мире. И вот небольшие поощрения, но они есть от группы компаний Турбоком. И также немного меньше за 2-е и 3-е места. Кроме этого, сама Федерация масс-рестлинга Украины отмечает лучших своих спортсменов, призеров международных соревнований высшего ранга. Справедливости ради надо заметить, от региональных чиновников. Конкретно в моем городе этого удалось достичь, было принято определенное постановление, и теперь нашим масс-рестлерам оплачивают полностью наравне с олимпийским видом спорта все растраты по командировке на территории Украины. И даже если мы, например, едем куда-то за границу, до аэропорта, до Киева, до Харькова, общественный транспорт нам могут также оплатить при наличии официального положения. То есть работа... И по совместительству президентом Всемирной студенческой лиги Mass Wrestling Universe. Эта организация у нас новая. Начало она свое берет в прошлом году с Всемирного фестиваля молодежи. Именно там наши представители, студенты увидели впервые этот вид спорта, загорелись своим желанием, им понравился, и теперь они намерены развивать его. Вот, они технически подготовлены. Вот, и на данный момент на чемпионат мира нашу Всемирную студенческую лигу представляют спортсмены из 10 стран, 20 студентов. Но это не все. По определенным обстоятельствам команда могла быть гораздо больше, потому что основной костяк нашей команды составляют студенты Чувашского государственного университета. Хочу сказать, что в рамках нашего вуза обучаются иностранные студенты порядка 40 стран мира. То есть, по большому счету, из-за определенных обстоятельств мы не смогли вывести всех тех, кто хотели бы поучаствовать. Но Всемирная студенческая лига уже сегодня имеет 10 стран. Внутри нашего региона стран порядка 20 представителей международных стран мира. И это количество будет с каждым днем все больше и больше расти. Так что имейте в виду, присоединяйтесь в нашу Всемирную студенческую лигу Mass Wrestling Universe. Спасибо. К Олимпийским играм по признанию Международного олимпийского комитета мы придерживаемся Олимпийской хартии, и мы за чистый спорт. Мы принимали декларацию, мы принимали... Пожалуйста, микрофон на сцену. Пожалуйста. Дорогие коллеги, вы развиваете В принципе, мы уже 2018 год полностью обсуждали данную тему, потому что у нас уже были в середине года заявки по переходу, например, из России в Канаду, чтобы отобраться на чемпионат мира. Поэтому мы завтра этот вопрос на Конгрессе должны обсудить. Ну, лично мое видение такое, что я за легионерство, за натурализацию спортсменов, потому что надо опытом делиться, и сильнейшие должны встречаться на помосте.
А тогда, когда сегодня вопрос стоит о допуске только по одному представителю весовой категории от страны, я думаю, это в принципе должно повысить конкурентность, во-первых. Во-вторых, должно дать толчок развития масс-рейсинга в той стране, откуда будет выступать спортсмен. При этом мы должны были придерживаться некоторых правил, которые бы позволили этому спортсмену дольше быть в той стране, откуда он выступает, проводить там не только агитационную работу, но и практическую тренерскую работу. Только в этом случае и при условии будет индекс, например, в стране будет один легионер, значит, он обязан будет выступать на официальных чемпионатах Международной Федерации масс-рейсинга с индексом 2 или с индексом 3. Это означает, что если один легионер, то 3 спортсмена обязательно от местной команды должны быть. Если 2 легионера, то 6. Ну вот примерно по такому принципу, я думаю, мы должны работать. Ну, мы уже можем, в принципе, общую концепцию обсудить сейчас на Конгрессе и принять. Согласен, завтра мы должны концептуально принять это решение и дать поручение соответствующему комитету Международной Федерации масс-рейсинга, чтобы в течение первого квартала данный документ был разработан и утвержден. Но я думаю, это будет касаться не только, например, спортсменов из Российской Федерации или из Республики Саха-Якутия. Я думаю, тут может быть и другой перенос. Даже, думаю, далеко за примером ходить не надо. У нас есть грузинский спортсмен, мастер по изготовлению тренажера по масс-рейсингу. В принципе, он тоже, или как он, люди мастеровые, с головой, скажем, да, могут тоже перейти и как спортсмен, и как работник, представлять свое, скажем, творчество уже с другой территории. Ну, на сегодня в Российской Федерации принят термин «спортивная подготовка». Каждый вид спорта должен иметь соответствующий федеральный стандарт, утвержденный Министерством спорта Российской Федерации. Все это четко прописывается в 999 приказе Министерства спорта Российской Федерации от 2015 года. Без федерального стандарта вид спорта не получает аккредитацию. По масс-рейсингу федеральный стандарт разработан на конкурсной основе, и на сегодняшний день он находится в Министерстве юстиции на утверждении. В принципе, все процедуры пройдены. Буквально 2 недели назад я встречался с федеральным министром Павелом Анатольевичем Кларковым, просил ускорить рассмотрение данного документа, но он, оказывается, уже там рассмотрен, и в принципе сейчас мы ждем. Буквально, наверное, к концу декабря или в начале февраля мы этот документ получим.